Свисток, напряженная борьба, несколько техничных движений, и вот мяч оказывается в воротах соперника. Ученики Ясновской школы готовятся к соревнованиям по робофутболу. С новыми технологиями здесь теперь почти все на «ты». В сельском образовательном учреждении открыли точку роста. 2 оборудованных кабинета со всем необходимым для современного обучения. Сейчас в Ясноге 71 школьник и 21 воспитанник детского сада. Для всех открытие новой площадки стало настоящим праздником. К запуску готовились всем поселкам. Ремонт шел техническим персоналом школы, преподаватели готовились, проходили курсы повышения квалификации, у всех все пройдено. То есть компетенцию свою преподавательскую повысили для работы в точке роста. 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, конструкторы, муляжи для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и даже квадрокоптеры. Все для того, чтобы учиться было интереснее, а полученные теоретические знания сразу же можно было закрепить на практике. Мы должны детям дать качественное образование для того, чтобы после школы они понимали, с какой профессией себя связать дальше в своей жизни. А те условия, которые мы создаем, это современные условия, они продиктованы временем. Технология сейчас, сам как предмет, несколько меняется. Мы уже говорим, что надо обучать детей моделированию, робототехнике, проектированию, безусловно, сохраняя все то традиционное, что есть. В этом году такие центры гуманитарного и цифрового профиля начнут свою работу в 42 сельских школах республики. А до 2024-го и вовсе должны появиться почти во всех сельских школах региона. А значит, совсем скоро еще для большего количества учеников учеба станет интереснее и эффективнее. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрганск, Тывдинский район.